Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого утра. Отмена карантина. Образовательные учреждения не будут переводиться на дистанционку. Главное правило – меньше 20% заболевших в коллективе. Аллея, беговая дорожка, несколько детских площадок и многое другое. В селе Булгунь-Ахтах появится собственный парк культуры и отдыха. В Москве продолжается выставка «Уникальная Россия». Расскажем, какие работы представили на ней якутяне. С сегодняшнего дня школьным классам и группам в детских садах не нужно будет закрываться на карантин и переводиться на дистанционный формат занятий, если в коллективе COVID-19 будут болеть менее 20% детей. Ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка. Как пояснили в Роспотребнадзоре, изменения связаны с особенностями штамма омикрон, при котором заболевание проходит как ОРВИ. Между тем, 7-дневный карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, больше не требуется при отсутствии симптомов как коронавируса, так и ОРВИ. Следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Также в постановлении говорится, что заболевших коронавирусом будут выписывать без проведения контрольного теста в случае, если они будут находиться на лечении дольше 7 дней. Если пациента выписывают раньше, он должен сдать тест на COVID-19 не менее чем через 3 дня после подтверждения диагноза. Новые правила уже вступили в силу. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в районах республики по поручению главы республики Айсена Николаева решением оперативного штаба Минздрава открыл Центр дистанционной врачебной аудиоконсультации по вопросам профилактики и лечения острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции. Любой якутянин, проживающий в отдаленном населенном пункте, в случаях отсутствия медиков или медицинского пункта, имеет возможность позвонить в данный центр для получения квалифицированной медицинской помощи. Впервые жители республики смогут без посещения медицинского учреждения получить консультации врачей. Для работы в центре привлечены профессора, преподаватели медицинского института и ведущие специалисты республиканских специализированных медицинских организаций. График работы без выходных и праздничных дней с 8 часов утра до 20 часов. Для получения дистанционной врачебной аудиоконсультации необходимо обратиться по телефону, который вы видите на своих экранах. Звонок бесплатный. Сегодня мы с утра, с 8 утра, 5 преподавателей мединститута, профессора и доценты сидим на горячей линии. С утра поступает очень много звонков. Звонки приходят очень много из районов, из города Якутска, на которые мы даем квалифицированные, хорошие консультации. Поступают звонки из города Якутска. В основном какие вопросы поступают? По лечению, правильно ли пациент получает лечение. Спрашивают, кроме того, они еще спрашивают по результатам, как, где, как получить результаты и так далее. Поэтому я думаю, что привлечение преподавателей, опытных врачей, которые имеют хорошую квалификацию, я думаю, это большая помощь для населения. К другим темам. Деятельность угледобывающей компании «Калмар» напрямую связана с развитием Нерюнгринского района и социальным благополучием его жителей. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что с появлением «Колмар» впервые за 15 лет остановлен отток населения из района, где сегодня четко видна положительная динамика по численности населения. Минувший год стал успешным для компании. Так она нарастила объем добычи угля с 6,5 до 11 миллионов тонн. В этом году компания планирует увеличить объемы до 15 миллионов. В Якутии стартовал год матери, объявленный главой республики Айсеном Николаевым. По мнению руководителя региона, этот год должен расширить возможности для самореализации якутянок, а правительству поручено принять решения по наиболее острым вопросам для многодетных и приемных семей, по сохранению здоровья матерей, по их занятости и профессиональной востребованности. В течение 3 лет в Якутске будет построен Центр социальной помощи семье и детям. Напомним, в юбилейном для республики 2022 году в Якутии введен целевой капитал «Дети столетия». С начала года родились уже более 800 маленьких якутян. Их семьи получили выплаты в размере 100 тысяч рублей.
Свыше 800 тысяч квадратных метров жилья ежегодно планирует вводить республика, начиная с 2024 года в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда». Об этом сообщил первый зампред Кирилл Бычков. По его словам, в минувшем году республика перевыполнила план по вводу жилья, а уже с 2024 года ежегодно планируется вводить более 800 тысяч квадратных метров. Это, по словам Бычкова, практически по 1 квадратному метру на каждого жителя Якутии. Собственный парк культуры и отдыха появится в скором времени в селе Булгуняхтах Хангаласского улуса. Проект под названием «Булгуняхтахский парк» попал в программу «1000 дворов» на Дальнем Востоке и будет реализован уже в этом году. Новое общественное пространство будет создано на пустующей территории возле Центра культуры села и дома Арчи. Парк будет состоять из центральной аллеи, зоны теплого павильона, скейт-площадки, зоны для воркаута, а также предусмотрены несколько игровых площадок для детей, беговая дорожка и зона мероприятий. По программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке будет реализован первый этап проекта «Булгуняхтахский парк», который включает в себя 2 детские игровые площадки и зону воркаут. Остальные зоны будут возведены в последующие годы. В мае месяце планируется у нас проведение аукциона с подрядной организацией. И надеемся, что осенью этого года мы откроем наш парк для наших жителей. Пункт передержки безнадзорных животных на улице Очиченко в столице республики будет расширен до 2000 мест. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев. Планируется, что по окончании работ временный пункт на улице Автодорожная будет закрыт. Напомним, что с 29 декабря в Якутске запрещен выпуск отловленных собак. Животных содержат в 2 пунктах, в которых работают 26 специалистов. Промышленные предприятия региона в 2021 году приняли на работу 11 105 якутян. Из них более 6 тысяч молодежь в возрасте до 35 лет. Об этом сообщила председатель регионального госкомзанятости Елена Калашникова. Она также подчеркнула, что из числа трудоустроившихся в промышленность 2500 человек – это жители села. Желающим трудоустроиться в промышленные компании в первую очередь необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства. На сегодняшний день имеются свыше 8000 вакансий, из них 60% по рабочим специальностям и профессиям. В 2022 году в селе Чамча Орто Ленского района появится высокоскоростной 4G интернет. Это стало возможным благодаря включению населенного пункта в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Сельские населенные пункты, в которых будет проведен высокоскоростной интернет, выбирались путем голосования на сайте госуслуг. В каждом населенном пункте, где мы провели оптоволокно, будет установлена усиленная связь до формата 4G. Это у нас получается 10 поселений. Сейчас главами поселений отрабатывается с операторами. Вся эта работа ведется, и, думаю, в течение года будем усилять. Добавим, что остальные населенные пункты Ленского района, у которых есть технические возможности подключения к 4G, в скором времени также будут подключены к мобильной связи за счет средств района. На данный момент из всех сел мобильный интернет есть только у жителей Орто-Нахара. Специальное оборудование, усиливающее связь, появилось там в 2019 году. В Москве продолжает свою работу масштабная художественно-промышленная выставка «Форум. Уникальная Россия». Она проводится во 2-й раз и объединяет тысячи мастеров со всей страны. Живопись, скульптура, резьба по кости, шитье и многое другое. Причем экспозиция выставки меняется. Какие работы представили якутяне, узнаем из следующего материала. Известный в России адвокат Алексей Бенецкий – большой любитель якутских ножей. Как только он услышал о том, что в Москву на выставку «Уникальная Россия» приезжают кузнецы из нашей республики, сразу же приехал присмотреться к новинкам. У меня и у сына якутские ножи есть. Прекрасная вещь для рабочей настоящей охоты. Замечательная сталь, качественные ручки. В общем,
из того многообразия, которое сегодня есть и из Китая, там, из разных других стран, для того, чтобы чувствовать себя в лесу, на охоте, на рыбалке, это самое лучшее, что может быть. Якутские кузнецы – победители многих российских и международных конкурсов. И на выставке «Уникальная Россия» к ним тоже пристальное внимание. Работа кузнецов якутских мастеров всегда вызывает восторг и всегда дикий интерес. И всегда столпотворение из-за того, что человек руками делает такие произведения искусства. Выставка проводится во второй раз. В рамках форума проходят деловые сессии, показы мод, концерты. Но главное внимание, конечно, к народным умельцам. Они приехали из 53 регионов. Ювелирное производство Якутии вызывает огромный интерес у представителей всех народов России. И особой популярностью пользуются ювелирные украшения из серебра, например, серьги. Выставка действительно масштабная, 1500 участников. И для того, чтобы показать все работы мастеров, организаторам пришлось менять несколько раз экспозицию. И придя сюда дважды или трижды, вы будете удивляться каждый раз, потому что вокруг будет все новое. Задача показать Россию во всей красе, показать от Дальнего Востока, от Якутии до Калининграда, показать и мастеров, и событийный ряд, и историческую составляющую, многогранность народов нашей страны, как каждый бриллиант переливается своими гранями, каждая республика, каждый регион. Якутские мастера привезли на выставку и изделия из кости, конского волоса, дерева, уникальные национальные костюмы. На все это великолепие можно посмотреть еще в течение недели в гостином дворе. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Долгие 7 лет фильм созревал до финишной прямой, по пути обрастая новыми смыслами, наградами на кинофестивалях в разных частях страны и иногда даже слухами и легендами вокруг себя. Новый фильм «Вертолет», снятый по сценарию известного в республике артиста, автора песен Иннокентия Васильева Легентей, продолжает поднимать вопросы остро-социального характера. Потрясающие своей жестокой красотой кадры берут за живое, проникают в самую душу, окунают в холодные, бурлящие воды. И пока главный герой преодолевает себя и попутно неприступные ранние горы, мы решаем для себя, что же собой представляет вертолет. Это символ, связывающий небо и землю, или же олицетворение неименуемого рока. Премьера фильма состоится в кинотеатрах республики с 17 февраля. На этом все. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.